1 ноября работники Федеральной службы судебных приставов России отмечают свой профессиональный праздник. Он был зафиксирован президентским указом еще в 2009 году. Этот день посвящен людям, которые обеспечивают порядок функционирования судов, а также исполнение судебных решений и постановлений. Без этой системы невозможно становление и развитие правового государства. В этот день в одном зале собрались лучшие представители этой профессии. Они получают заслуженные грамоты из рук руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии. Сегодня все слова благодарности для них. Мы, как третья служба, занимающаяся пополнением этого бюджета, необходимо понимать каждому из нас о том, что от наших действий зависит результат. Результат в том числе связанный с пополнением, так скажем, и с улучшением жилищных условий каждого гражданина нашей страны. Заслуженную награду получает и Руслан Мархиев. Старший лейтенант внутренней службы занял почетное 3-е место в конкурсе «Лучший судебный пристав-исполнитель Федеральной службы судебных приставов России». К участию в конкурсе были приглашены сотрудники, у которых лучшие работы по принудительному исполнению требований исполнительных документов. На втором этапе у нас проходили тестирования на знание федерального закона об исполнительном производстве и в целом законодательства Российской Федерации. А также проходили мы практические задачи на умение и знание применять на практике применять знания федерального закона. Помимо этого обращали внимание на показатели служебной деятельности за 2021 год. Среди участников судебные приставы из разных регионов России. Церемония награждения победителей проходила в центральном аппарате Федеральной службы судебных приставов России. Конкурс понравился, конкуренты были достойны, судейство было строгое, справедливое. Я был очень рад, удивлен. Я считаю, что по достоинству оценили знания и умения, которыми я обладаю. Всероссийский конкурс проводится для повышения эффективности деятельности Федеральной службы судебных приставов, профессионального уровня и престижа сотрудников органов принудительного исполнения, с чем Руслан Мархиев справился на отлично. Свой путь он начал в 2006 году, поступил в Ингушский государственный университет на юридический факультет, а сразу после его окончания вышел на работу. Свою служебную деятельность я начинал в 2014 году в должности судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. В моей работе большую поддержку мне оказывали коллеги, которые имели большой профессиональный опыт, оказывали моральную поддержку, делились знаниями в своей профессиональной деятельности. Именно поэтому главной целью Руслана стало постоянное самосовершенствование. Есть результат. Старший лейтенант внутренней службы за время деятельности в органах принудительного исполнения 2-й раз удостоился звания лучшего судебного пристава-исполнителя региона. И это несмотря на непростые рабочие будни. Наша работа заключается в принудительном исполнении судебных решений о взыскании алиментных платежей, о взыскании задолженности по заработной плате, о восстановлении на работе, о взыскании административных штрафов, налоговой задолженности и других видов. Продолжать можно долго, перечень большой. Сегодня Федеральная служба судебных приставов является одним из главных органов исполнительной власти. Поэтому победа это общая для всего региона, отмечает Руслан. Этот год для республиканского управления в целом был плодотворным. В этом году у нас очень много на исполнение поступало исполнительных документов. Если в числительном показателе, то на исполнение было 346 тысяч исполнительных производств на 14 миллиардов рублей. При этом хочется отметить, что в течение года особое внимание уделялось категориям исполнительных производств, которые находятся на контроле и у директора Федеральной службы, и у руководства управления. Несмотря на праздник, они, как и положено, трудятся на работе и желают коллегам всего наилучшего. В День судебного пристава я хочу пожелать всем коллегам профессионализма, стойкости принятия решений, успехов в работе, продвижения по карьерной лестнице. Хочется, чтобы их всегда поддерживали их семьи, потому что без поддержки окружающих наша работа, она сама по себе очень сложная. Тепла, здоровья, долгих лет жизни. Хава Гагиева, Джамалей Султыгов, Новости 24.